Город Сунжа. На часах 10 утра. Чемпион М1 Global в легчайшем весе Маусар Евлоев спешит на утреннюю тренировку. Упорные тренировки 2 раза в день с большим объемом физических нагрузок и, конечно же, диета. Именно в таком режиме готовится Маусар Евлоев к своей первой защите чемпионского пояса. Подготовительный процесс ингушского бойца расписан буквально поминутно. Утренняя тренировка насыщена упражнениями, направленных на улучшение скорости, выносливости и, конечно же, отработки ударной техники. Утренняя тренировка у меня, как всегда, больше упор делается на функциональную выносливость. Вот. Это каждый день 20-минутный бег, где-то до 4 километров в хорошем темпе. Потом идет хорошая разминка и бой с тенью. Потом каждый день идет кроссфит, это я чередую, там разные кроссфиты у меня по своей программе. Вот. И после кроссфита мы дорабатываем на лапах, там и идет потом боксерские упражнения, на удар, там, на резкость.
И вот уже делаем доработку, там пресс, поясница, растяжка и все. А вот уже вечером это и схватки, и спарринги. Вот больше делается акцент на имитацию боя. 22 февраля на турнире M1 Challenge в Москве Маусару будет противостоять очень серьезный и опытный боец Сергей Морозов из Казахстана, который находится в превосходной форме и настроен только на победу. Сергей уже зарекомендовал себя как яркого и бескомпромиссного бойца, который показывает зрелище в рейдже. К первой защите чемпионского пояса Маусар готовится со всей ответственностью, а помощь и поддержка от родного брата никогда не будет лишней. Если пару лет назад Маусар обладал прекрасными борцовскими навыками, то теперь к сильным качествам нашего бойца можно отнести и стойка. Уже 1,5 года над улучшением ударной техники с Маусаром работает тренер по боксу Джамалеев Тутаев. Мусора первый этап подготовки прошел в Таиланде. Он примерно месяц там провел. Хорошая подготовка у него была. Приехал, и мы сразу же начали здесь подготавливаться. Есть и школа бокса, есть школа борьбы, грэпплинг. Также функционалку подключаем. У Мусора соперник Сергей Морозов.
готовится очень серьезно, так же, как и с остальными соперниками его. И Ли Моррисон, Невзоров, Ветрук очень серьезно подходит Моусер, как всегда. Считаю примером для всех его тренировочные процессы. Я думаю, Моусер будет на все 100% готов. И у него вес не как обычно нужно снять. Меньше у него осталось вес. Он себя чувствует очень хорошо. Мы знаем, что тренировки проходят два этапа. Вечерние тренировки. Насколько сильно вы выкладываете на них и насколько важны такие тренировки? Обычно утренние тренировки бывают легкие. Но если увидеть подготовку Моусера на утренних тренировках, даже нужно бояться представить, что он вечером творит. У него очень хороший подход к тренировкам. Утром у нас бокс, вечером борьба. Иногда бывает еще и спарринги. Вместе с Моусером к следующему поединку готовится его старший брат Селем Юлоев. Уже на протяжении нескольких месяцев братья тренируются по одной программе. Селем – мастер спорта по боксу и обладает неплохими борцовскими навыками, а доказательство тому – уверенные победы во всех 3 боях. Дата следующего поединка неизвестна, но несмотря на это, наш боец проводит усиленные тренировки и находится в прекрасной форме. Как ты готовишься к следующему своему поединку? Дата вроде бы неизвестна, да? Да. Вот расскажи, как ты проводишь тренировки, на чем делаешь упор? Ну, тренировки мы, как обычно, делаем 2 тренировки каждый день, потому что если стабильной тренировки не будет, результата не будет. А так, еще даты боя нет, то есть соперника нет. Вот сейчас ждем звонка от президента нашей федерации Машхора Магомеда. Вот, в любом случае мы готовы. Вот, расскажи поподробнее про эти 2 тренировки, на чем делаешь больше упор во время тренировок? Да, 2 тренировки – это у нас постоянно стабильные 2 тренировки в день. Утреннюю тренировку в этом зале делаем, в зале кроссфита. И утром делаем кроссфит и вечером борьба или бокс. В своем последнем поединке против Павла Ветрука Моусер показал, что обладает выносливостью, которой могут позавидовать многие бойцы. Теперь новый вызов. Первая защита чемпионского пояса. Родные и близкие даже не сомневаются в очередной яркой, убедительной победе Моусера. Я думаю, Сергей Морозов очень серьезный спортсмен, он это не раз доказывал. Все считают фаворитом Моусера. Я думаю, он выиграет, иншаллах. Ну, к этому бою нужно подходить очень серьезно. 22-го, как мы знаем, будет защита Моусера первая. Жду только победы. Я вижу, как Моусер тренируется усердно, как обычно, и он готов на все 100%. По дороге на вечерние тренировки Моусер делится ожиданиями от предстоящего поединка и насколько сильно ему помогает поддержка родных и друзей. Подготовка очень хорошо проходит. Родные, друзья, все мне помогают, особенно родные. Переживают очень сильно с диетой. Им это очень трудно дается, то, что я мало кушаю. Ну, потихоньку привыкают. А вот поддержка родных насколько сильно на тебе сказывается? Да, в принципе, это большой определитель, наверное. Потому что если они даже тебя поддерживать не будут, будет очень трудно настраиваться. Каждый день выходить на тренировки. Там уже правильное питание, диеты, все дела.
Вечерняя тренировка чемпиона делится так же, как и утренняя, на несколько этапов. Большой упор Моусар делает на выносливость, пробежка на открытом воздухе и целый ряд упражнений, за которыми лучше понаблюдать. В смешанных единоборствах одной ударной техники недостаточно. Именно поэтому Моусар отрабатывает и борьбу. Хотя в партере не каждый сможет одержать верх над чемпионом в легчайшем весе. Я знаю очень давно, мы, в принципе, можно сказать, познакомились, когда начинали ходить в секцию ММА, там мы вместе познакомились, там и началась наша карьера в ММА. Как и спортсмен, как и человек, я могу сказать, что только очень хорошая поддержка значит очень много для спортсмена, особенно если его поддержит его команда, его семья, его родной город. Эта поддержка очень сказывается в бою. И насчет боя я ожидаю, что будет очень зрелищный и очень интересный бой. Хладнокровное спокойствие и взгляд хищника. Таким Моусара Юлаева знают все любители смешанных единоборств. 22 февраля на турнире M1 Challenge в Москве наш боец настроен защитить свой титул и выиграть поединок в свойственной для себя манере красиво. Чемпионство ничего особенного, такого сверхъестественного мне не дало. Ощущение чемпиона, я считаю, это просто слова. Так как я как себя чувствовал до пояса, так чувствую, так и тренируюсь, голодный все время. К боям, к победам. Вот. Я считаю, нельзя расслабляться после того, как забрал какой-то пояс или какую-то степень в карьере. Каждый день, изо дня в день, из боя в бой, из этих ступеней, ты должен идти до конца, никак не расслабляться. Вот в тот момент, когда ты расслабляешься, более голодный, более выносливый, более тренирующийся боец может тебя одолеть в бою. Чтобы этого не происходило, ты всегда должен быть голодным, как будто у тебя ничего нет, как будто тебе нечего терять. В плане удобств я никак не рассматривал, я не сравнивал этих бойцов. Мне было бы легче подраться с Риттингхаусом. Не то, что он слабее Морозова или чем-то уступает ему. Они оба очень достойные соперники. Просто Морозова я хорошо знаю, мы с ним хорошо общаемся. Мы вместе дебютировали в Вите Поднебесной в Пекине в 2014 году. И с тех пор мы с ним нормально общаемся, и я не хотел бы с ним драться. Но чемпион или хороший боец, который себя уважает, не должен выбирать соперников. И нам не приходится подбирать бойцов, соперников. Мы выходим против того, кого нам ставит организация.
Вот, я считаю, это и есть путь воина. Морозов, мы видели в последних его боях, неплохо борется, может хорошо контролировать в партере. Но его сильная сторона – это все-таки ударка. Он и с рук хорошо бьет, и с ног, и вертушки всякие хорошо у него получаются. Да. И в партере, и в стойке я не намерен недооценивать этого бойца. Ничего, кроме уважения к этому бойцу, я не испытываю. Но в бою, в клетке именно, не будет ни дружбы, ни братства, никакого отношения. Вот. Там будет бой за жизнь или за смерть. Каждому бою больше акцент я ставлю на выносливость. Я считаю, это самое главное, что есть у бойца, потому что ты можешь быть каким угодно суперударником или суперборцом, но когда у тебя заканчивается сила, заканчивается выносливость, ты ничуть не лучше того же самого новичка, того же самого мешка, который никак не тренируется. Вот. Я считаю, чтобы и в стойке, и в борьбе нормально чувствовать от начала до конца поединка, нужно в первую очередь тренировать выносливость. Последний вопрос. Чувствуешь ли ты дополнительное давление и есть ли такой страх потерять пояс? Ни страха, ни давления, ничего нету. Я, как и сказал, я к каждому бою подхожу, как будто у меня за плечами ничего нет, и мне нечего терять. Начало 2018 года обещает быть зрелищным и интересным. Всех любителей смешанных единоборств ждут поединки с участием лучших ингурских бойцов. Маусар Евлоев, Ингисхан Оздоев и Адам Богатырев сделают все, чтобы в очередной раз прославить нашу республику и порадовать своих земляков. От поединка ожидаю только победы. Но в любом случае результат только от Всевышнего. Я долго и упорно готовился к первой защите. Это самый ответственный, наверное, бой в моей карьере, потому что забрать пояс – это одно. Намного труднее, мне кажется, защитить этот пояс. Вот. Сопернику желаю обойтись без травм, показать очень зрелищный, достойный поединок. Сергей умеет показывать такие поединки. Вот. С Сергеем мы хорошо общаемся, но Сергей, в ринге не будет никакой дружбы, никакого братства. Думаю, ты меня понимаешь. Мы оба намерены показать очень достойный и зрелищный поединок в угоду нашим болельщикам, нашим родным и близким.